В списке тестов по ГТО появился новый вид испытания – самозащита без оружия. Отметим, опыт выполнения данного теста в России уже имеется. В Карелии, к примеру, этот компонент введен как региональный и уже опробируется местным населением. Тем временем жители Коми уже сейчас могут сдать другой новый норматив ГТО по лыжному бегу. С наступлением зимнего сезона желающих испытать себя на трассе готов принять республиканский стадион имени Раисы Сметаниной. Первыми такой возможностью воспользовались сотрудники МЧС и энергетики. Евгений Ракин увидел все своими глазами. Неспешный старт и 2 километра здоровья. Дистанция хоть и детская, но заряд бодрости на весь день обеспечен. Видимо, поэтому многие участники растягивают удовольствие, наслаждаясь свежим, слегка морозным воздухом и дивным зимним пейзажем. Отлично, настроение классное. Трасса отличная, погода радует. Все супер. Снег хороший, трасса отличная. Организаторы постарались. Ну и в целом мы пробежали в неважно какой форме, скажем, у нас кто-то спортивный, кто-то любительский, кто-то еще, но в целом пробежали и все довольны. Здесь нет победителей и побежденных. Все-таки ГТО не соревнование, хотя дух спортивной борьбы, безусловно, присутствует. Каждому участнику хочется не только уложиться в норматив, но и показать, прежде всего себе, на что способен. Коллективы МЧС и региональной энергетической компании, всего около 30 человек, испытания на лыжах прошли первыми. Но стадион готов принять всех желающих. Сейчас заявки население подает в региональный центр тестирования, а уже из центра нам поступает заявка, мы готовим дистанцию, готовим судейский аппарат, выдаем протокол и дальше потом уже участник получает отметку в своей карточке и выполняет другие нормы и требования ГТО. Аналогичные центры тестирования появятся и в остальных муниципалитетах Коми. Чтобы стать участником программы, достаточно зарегистрироваться на сайте проекта, а результаты спортивных достижений можно отслеживать в личном кабинете интернет-ресурса. Евгений Ракин, Алексей Паршуков, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.